Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Иностранный язык стал обязательным экзаменом для выпускников средних школ Туркменистана. Кононенко готовится побить рекорд по длительности нахождения в космосе. Благотворительный фонд имени Гурбангулы Бердымухамедова поддержал операции еще 13 детям и другие новости. В список обязательных экзаменов для выпускников средних школ Туркменистана включен английский язык. Ранее иностранный язык как предмет узкого профиля выбирали сами выпускники. Обязательными государственными выпускными экзаменами также являются родной язык и литература, алгебра и начало анализа, а также обществоведение. Пятый экзамен профильный. Напомним, в нынешнем году школы страны окончило более 82 тысяч юных туркменистанцев. Герой Туркменистана, космонавт Олег Кононенко, готовится побить рекорд по длительности нахождения в космосе. В октябре 2023 года Олег Кононенко и Николай Чуб, а также астронавт НАСА Лорел О'Хара отправятся на корабле «Союз МС-24» на Международную космическую станцию и проведут на ней почти год. Таким образом, Кононенко может стать первым человеком, пробывшим в космосе в общей сложности более 1000 суток. Порядка 500 представителей Туркменистана получат в этом году возможность бесплатно учиться в лучших вузах России. Из них на программы бакалавриата и специалитета будет выделено 355 квот, магистратуры 79, аспирантуры и ординатуры по 33 места. Итоги отбора в пределах квоты, установленной правительством Российской Федерации на 2023-2024 учебный год, публикуются на официальном телеграм-канале Русского дома в Ашхабаде. 3 июня в честь 210-летия Джузеппе Верди посольство Италии в Ашхабаде при поддержке Министерства культуры Туркменистана организует концерт «Верди». Творчество итальянского композитора является одним из величайших достижений мирового оперного искусства. Он создал 26 опер, среди которых самые популярные «Бал Маскарад», «Риголетто», «Трубадур», «Травиата». Последние его оперы «Аида», «Отелло» и «Фальстаф» стали вершиной творчества композитора. На сцене Национального музыкально-драматического театра имени Махтумкули выступит Государственный симфонический оркестр Туркменистана под управлением Расула Клычева. Начало концерта в 19:00, вход свободный. Из благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова постоянно выделяются средства на проведение в соответствующих медицинских учреждениях столицы и вилаятов Туркменистана различных операций детям. Вот уже более 100 детей прошли оперативное лечение, более 50 медицинское обследование и обеспечены различного рода необходимыми средствами медицинского назначения. Накануне Международного дня защиты детей в научно-клиническом центре охраны здоровья матери и ребенка, в Международном кардиологическом центре ДММЦ туркменскими специалистами проведены кардиохирургические, ортопедические и нейрохирургические операции 13 маленьким пациентам из Ашхабада и вилаятов страны. Разработанный и созданный в Китае крупногабаритный реактивный авиалайнер С-919 совершил первый авиарейс. Салон первого китайского пассажирского самолета рассчитан на 164 пассажира. С-919 был создан китайской корпорацией коммерческой авиации в качестве альтернативы иностранным узкофюзеляжным самолетам Airbus и Boeing. Компания Comac планирует выпускать до 150 самолетов в год. На юг Японии надвигается мощный тайфун Мавар. Сейчас тайфун находится к югу-востоку от японских островов. Скорость ветра составляет 45 метров в секунду, при порывах до 60 метров. К концу недели тайфун должен обрушиться на самую южную префектуру страны – Окинаву. Тайфун передвигается с довольно низкой скоростью, поэтому ожидается, что непогода в этом районе затянется. Власти и население готовятся к шквалистому ветру и затяжным осадкам. Жеребьевка отборочного турнира Кубка Азии 2024 по футзалу состоится 22 июня в штаб-квартире АФК в Куала-Лумпуре. Начало трансляции в 12:00 по ашхабадскому времени. По итогам жеребьевки 31 команду разделят на 8 групп. Победители в каждой группе, а также 7 лучших сборных, занявшие вторые места, получат путевки в финальную часть Кубка Азии по футзалу. Отборочные матчи пройдут с 7 по 11 октября. Аргентинский тренер Маурисио Почеттино возглавил лондонский Челси. 51-летний специалист подписал контракт на 2 года с возможностью продления еще на 1 сезон. Он приступит к работе в новой должности с 1 июля. Последним местом работы Почеттино был ПСЖ, который он покинул летом прошлого года. Челси с 44 очками финишировал на 12-м месте в АПЛ в сезоне 2022-2023 года. С апреля команду временно возглавлял Фрэнк Лэмпард.
В матчах за сборную Туркменистана на чемпионате Центральноазиатской футбольной ассоциации среди молодежных сборных до 20 лет сыграл 17-летний футболист бухарестского «Рапида» Адриан Эберсбах. Встречи чемпионата КАФА 2023 прошли с 21 по 28 мая в Таджикистане. Помимо сборных Туркменистана и Таджикистана в турнире приняли участие команды Афганистана, Узбекистана и Ирана. В 13-летнем возрасте Эберсбах перебрался в Туркменистан, где выступал за ашхабадскую команду «Алтын-Тач». В возрасте 14 лет футболист переехал в Румынию и сейчас выступает за юношескую команду «Рапида». На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал ваш самый надежный источник новостей.